телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, и вот о чем расскажем вам сегодня. В республике продолжаются трескучие морозы. Расскажем о работе предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Якутия чтит память своих сынов. Фонд «Защитники Отечества» совместно с военным комиссариатом республики подвел итоги работы уходящего года. Укрепление института семьи – одна из приоритетных задач развития нашей страны. В рамках национального проекта с 2007 года родителям оказывается многосторонняя поддержка, включая материнский капитал. Ну а когда зима вступает в свои права, возникает новая проблема – холодовые травмы. Как показывает жизнь, в большом количестве случаев к отморожениям приводит неумеренное потребление алкоголя. Булавы были, теперь ленты. В Якутске завершается чемпионат республики по художественной гимнастике. Расскажем о ходе соревнований. 4 района Якутии определены зонами падения частей ракеты-носителя. Жители этих районов просят не посещать леса и не покидать территории населенных пунктов. Запуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома «Восточный» запланирован на 28 декабря в 22:18 по местному времени для выведения на орбиту двух спутников АИС-2Т. Для обеспечения полной безопасности, временному контролю и наблюдению подлежат Алданский, Алекминский, Вилюйский и Верхневилюйский районы. В день пуска ракеты необходимо воздержаться от организации любых промысловых, хозяйственных или туристических мероприятий. Предупреждение и тушение пожаров, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций. МЧС Якутии и подведомственные организации подвели итоги работы за этот год и наметили планы на грядущие 12 месяцев. Так, в республике по поручению Владимира Путина идет эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Применяемый опыт позволил снизить класс пожароопасности. Кроме того, в ходе заседания была озвучена информация по происшествиям. За 12 месяцев снизилось количество погибших и пострадавших в ходе ЧС. Этот год, да, традиционно был нелегким для нашей республики. К счастью, мы справились со всеми мероприятиями. Да, чрезвычайной ситуации у нас немножко больше, чем в прошлом году, на 16%. Но, к счастью, что у нас традиционно гибель людей снизилась, как при чрезвычайной ситуации, так и пострадавших на 32%. В рамках отопительного сезона энергетики Якутии продолжают обеспечивать районы топливными ресурсами. По всем возникающим проблемам на местах Республиканское министерство ЖКХ работает в тесной связке с муниципалитетами. Объемы финансирования доводятся в предельном объеме. На особом контроле оплата долгов за уже потребленные коммунальные ресурсы. Соответствующие поручения по этому вопросу глава республики дал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Потребителями топлива, непосредственно кто закупает это топливо на местах, является, конечно же, наше самое крупное предприятие ГУП ЖКХ. Но и помимо ГУПа ЖКХ есть ряд других ресурсоснабжающих организаций разных форм собственности, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, которые имеют задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и перед перевозчиками. После получения объемов субсидий, необходимые для решения вопросов, в том числе и по поставке, эти вопросы должны быть сняты с контроля. Укрепление института семьи – одна из приоритетных задач развития нашей страны. Это, как и многое другое, подчеркнул президент России Владимир Путин во время прямой линии. В рамках национального проекта с 2007 года родителям оказывается многосторонняя поддержка, включая материнский капитал. Об основных мерах расскажем далее. Всесторонняя поддержка родителей, забота о здоровье и укреплении семейных ценностей – ключевые задачи национального проекта «Семья». В его рамках можно получить множество пособий, включая выплаты для беременных и детей до 17 лет. В рамках национального проекта «Семья», инициированная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, действует программа материнского семейного капитала. С начала действия программы с 2007 года в Якутии выдано более 123 тысяч сертификатов. Только в 2025 году якутяне оформили порядка 4 тысяч сертификатов. Наиболее популярным направлением использования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий. Материнский капитал используется в основном для покупки жилья, будь это первоначальный взнос или погашение ипотеки. Этой прерогативой воспользовалась и Прасковья Бояркина, мать 6 детей. Материнский капитал я давным-давно использовала. У меня тут дочка. Старшая дочка, ей 14 лет, получается, уже, да, и она уже паспорт получила, да, а мы использовали, когда она родилась, мы использовали на покупку квартиры.
материнский капитал. В России реализуется множество проектов, направленных на поддержку детей и их родителей. Одним из них является реализация семейных МФЦ – инициативы Минтруда по созданию центров комплексного социального содействия с акцентом на межведомственное сопровождение семьи до решения проблемы. Этот проект реализован у нас в городе Якутске, в Чурапчинском наследии, в Нанском. Она именно задумана для того, чтобы помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и не только, обращаются к нам по разным вопросам. И в период, именно в какой-то период семьи они получают у нас консультации психологические в основном, и проводится социальная реабилитация. В рамках поддержки, в частности, многодетных семей существуют и региональные меры. Например, предоставление земельного участка, первоочередное зачисление в детский сад и освобождение от уплаты некоторых налогов. В семье Гороховых, например, первый ребенок появился почти 20 лет назад, в то время, когда все меры поддержки только начали свое развитие. В то время таковой поддержки не было, как до и на сегодняшний день. Это очень большая поддержка, большая помощь. То, что государство помогает, это чувствуется. В этом году на реализацию господдержки в республике семьям было направлено 34 миллиарда рублей. Со следующего года в силу вступят новые меры. В их числе и возврат 7% НДФЛ для семей, где доход составляет менее 1,5 прожиточного минимума на человека. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске состоялось заседание коллегии Министерства строительства Якутии. Республика установила рекорд в этом году ввода жилья. Вышли за планку в 800 тысяч квадратных метров. В Министерстве строительства подвели итоги за уходящий год. Так введены 34 социальных объекта по разным направлениям, по различным нацпроектам, много объектов здравоохранения. Итоги реализации программы переселения таковы. Расселили уже более 50 тысяч человек. В следующем году ожидается увеличение финансирования. Более 700 граждан по итогам обеспечили социальными выплатами для жилья. Хотелось бы на некоторых цифрах остановиться. Это у нас очередной рекорд ввода жилья будет установлен. Мы вышли за планку 800 тысяч квадратных метров жилья вводимого в текущем году. Мы со следующего года получим возможность финансировать за счет лимитов 26, 7, 8 года программы переселения дефицит, который у нас был по домам до 1 января 2017 года. Соответственно, мы уже те ожидания населения, которые ждут, я думаю, со следующего года мы начнем это реализовывать. Якутия чтит память своих сынов. Фонд «Защитники Отечества» совместно с военным комиссариатом республики вручил государственные и общественные награды родным погибшим бойцам. На мероприятии побывала Вероника Таюрская. Спасибо вам большое и низкий поклон за воспитание наших героев. Мы все уверены, что в ближайшем будущем наступит мир. Мир, который приближает и приближает наши герои. Вечная им память, слава навеки. Слова благодарности за воспитание достойнейших сыновей якутской земли звучали сегодня на торжественном вручении государственных наград. 9 человек посмертно были удостоены орденами мужества. 2 бойца, погибших при выполнении долга, отмечены орденами Суворова. Одному военнослужащему присвоили звание участника СВО. И еще один получил орден Святого Георгия, Георгиевский крест 4-й степени. Узнал, куда шел. Он был до этого в Чечне, на Чеченской войне. И он принял это решение сам, заключил контракт. И я хотела бы, чтобы он знал, что мы гордимся им. Присутствующие не могли сдержать слез. На вручение посмертных наград пришли не только жены с детьми, но и родители военнослужащих. Он очень любил друзей, в общем, такой. Мастер был на все руки. С 5 лет, оказывается, я потом узнал, ремонтировал велосипеды со всем друзьям. Я ему первый раз показал 5 лет, как ключом крутить. И больше он ко мне не обращался по такому поводу. Помимо государственных орденов были вручены общественные награды. Звание «Отец солдата» за воспитание сыновей получили 11 отцов. Это очень важно для родственников, потому что необходимо, чтобы родственники почувствовали гордость за своих
ребят, которые защищали интересы Российской Федерации, участников специальной военной операции. И понятно, что все мы должны работать на увековечении памяти наших героев. Фонд «Защитники Отечества» продолжает работу по поддержке бойцов специальной военной операции. При содействии координаторов военнослужащие или их родные удостаиваются государственными наградами, которые, в свою очередь, помогают в увековечивании памяти. Вероника Тырская, Артур Наговицын, Якутск. Голодовые травмы составляют масштабную медицинскую проблему. Длительных прогулок в мороз врачи-травматологи рекомендуют по возможности избегать. Как показывает жизнь, в большом количестве случаев к отморожениям приводит неумеренное потребление алкоголя. Продолжение темы в сюжете наших алданских коллег. Врачи-травматологи подчеркивают, зимой на севере слишком теплой одежды не бывает, а шерстяные носки, варежки, шарф и шапка совсем не станут лишними. О риске получения холодовой травмы следует помнить всегда. Наиболее уязвимы пальцы, кисти и стопы. Нужно предусмотреть возможные, так сказать, факторы риска, это длительное пребывание на морозе, и предостерегать все, так сказать, части тела, больше это, конечно, пальцы, кистей и стоп, ну и лицо от воздействия низких температур. Обязательно нужно помнить, что нужно делать какие-то перерывы во время гуляния. Тяжесть холодовой травмы определяется глубиной поражения мягких тканей. Иногда ситуации усугубляются поздним обращением в лечебное учреждение. В результате потерянного времени, нередко дополненного попытками стабилизировать состояние с помощью народных методов, процесс становится необратимым. Мы уже работаем с пациентами, которые перенесли разные степени отморожения, в том числе отморожение терминальной стадии, грубо говоря, глубокое отморожение, которое вследствие приведет к потери конечности. Риск отморожений увеличивается вследствие злоупотребления алкоголем. Человек, разогретый градусами изнутри, не оценивает погоду объективно. В состоянии опьянения чувствительность к холоду притупляется. При более длительном нахождении на морозе отдыхающий и вовсе перестает испытывать дискомфорт от низких температур, а на побелевший участок кожи может просто не обратить внимания. Алкоголь вообще воздействует на нервную систему как, условно говоря, снотворно. Это может приводить к тому, что человек может упасть на улице, заснуть на улице. Это может привести к тяжелым отморожениям, которые, следственно, потом уже нужно будет лечить долго и, возможно, к потере даже конечностей. Еще одну беду представляют травмы. От случайных падений не застрахован, конечно, никто. Однако, если перед прогулкой вы угостились градус-содержащим напитком, риск получения ушиба, сотрясения мозга или перелома увеличивается, так как координация движений и равновесие нарушаются, а защитные рефлексы притупляются. Врачи отмечают, что в праздничные дни, когда времени для отдыха и пеших прогулок становится больше, вероятность травм и отморожений возрастает. Избежать несчастных случаев позволит благоразумие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Жители и гости города Мирный теперь могут порадовать себя свежей рыбой. В столице Алмазного края распахнул свои двери новый магазин по продаже рыбы и морепродуктов. Это уникальное место не только предлагает широкий ассортимент продукции, но и позволяет покупателям выбрать живую рыбу прямо из аквариума. В магазине «Дары Якутии» представлены осетры, которые плавают в аквариуме, создавая атмосферу настоящего рыболовного приключения. Клиенты смогут выбрать именно ту рыбу, которую хотят увидеть на своем столе. Это новшество уже привлекло внимание местных жителей, и многие с нетерпением ждут возможности попробовать свежайшую продукцию. Заключили договора с Чернышевским рыбзаводом. Они выращивают осетр, форель, и нам по договору будут сдавать живую рыбу. Раки будем завозить с Новосибирска, там тоже договора заключены. Вот. Такого в Якутии нет. У нас в Мирном первых такой живая рыбка на продажу будет. На будущее планируем, здесь и разделочная будет. Здесь, вот, допустим, человеку надо пожарить или что, какие планы с этой рыбой. Все тут на месте ему сделали, и, пожалуйста, покупайте и кушайте. Предприниматели Федченко, которые стоят за открытием магазина, имеют более 10 лет опыта в этой нише. Они гордятся тем, что продают исключительно продукцию из Якутии, известную своим высоким качеством и уникальными вкусовыми характеристиками. Уже работаем на протяжении 11 лет, коптим, вялим,
Копчение у нас натуральное, на натуральной щепе, без всяких добавок. Планируем ближе к лету открыть само здание рыбзавода, рыбоперерабатывающего цеха. Это за стеночкой будет у нас. Вот. Планируется увеличение объемов перерабатываемой продукции. Магазин уже вызвал интерес у местных жителей, и многие из них отмечают, что теперь у них появилась возможность готовить блюда из свежей рыбы без необходимости выезжать за пределы города. Это не только удобно, но и выгодно для бюджета семей. Сырье мы берем у наших поставщиков рыбзавода Чернышевского. Они выращивают осетра и форели. Также нам поставляют щуку с Вилюйского водохранилища. Муксун и омуль мы покупаем сырье в Булумском районе, также у родовых общин. Вот. Так что планируем с ними также дальше сотрудничать и перерабатывать, делать вкусняшки для наших покупателей, жителей. С открытием нового магазина Мирный получает не только возможность насладиться качественной продукцией, но и поддерживает местных производителей. Анна Васильева, Мирный. В преддверии Года народного единства в России и Года культуры в республике глава Якутии принял решение присвоить имя Аизы Петровны Решетниковой Музею музыки и фольклора. Это важное событие для коллектива музея, так как Аиза Петровна была основателем этого учреждения и руководила им более 30 лет. Ее труд по сохранению нематериального культурного наследия Якутии оставил значительный след в истории региона. На сегодняшний день в музее хранится более 14 тысяч экспонатов. Дети Аизы Петровны, Алина Решетникова-Осаковская и Владимир Осаковский, передали в фонд музея личные материалы матери, что позволяет сохранить подлинную историю ее жизни и труда. Этот музей, он, в принципе, продолжает во всех отношениях все вот то, что она делала всю свою жизнь. Это научную деятельность, исследования, накопители. И уверен, что музей продолжит делать то, что музей уже очень успешно делает последние больше 30 лет. И вот это вот дело всей ее жизни будет продолжено. В Ленске прошел 3-й инклюзивный фестиваль «Калибри» для особенных детей. Организаторы, районная администрация постаралась создать для ребятишек настоящий праздник. Интересное новогоднее представление, танцы, песни, игры, мастер-классы, волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки порадовали детей в преддверии Нового года. Организаторы, готовясь к фестивалю, поставили перед собой важную задачу – подарить ребятам атмосферу настоящего новогоднего волшебства, наполнить их сердца радостью и ощущением праздника. У нас в формате мастер-классов, каких-то игр для детей. Мы накрываем фуршетный стол. Нам тоже помогает, очень большое им спасибо предпринимателям, меценатам за помощь и поддержку этого мероприятия. Сегодня не у всех детей есть возможность часто общаться со сверстниками, так как многие из них обучаются на дому. Поэтому этот праздник они всегда ждут с нетерпением. В этот день каждый пришел в нарядном карнавальном костюме, веселый, в предвкушении праздника, и надежды оправдались. Программа была насыщенной и увлекательной. Множество развлечений, мастер-классы по рисованию, аквагрим, различные игры, психологические тренинги и, конечно, роспись и изготовление новогодних игрушек. Открыточку в виде елочки. Продеваем сюда иголочку и выбираем бусы там, как елочные игрушки. Самым долгожданным гостем стал Дедушка Мороз. Ему ребята рассказывали стихи и получали от него сладкие подарки. Яркие карандаши, ура! Молодец! Далее юные ленчане водили хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и сказочными героями. Фотографировались с ними, пели песни и танцевали. Они смотрят, что они могут попробовать себя в каждом мастер-классе. Каждый год мы приходим. Нас куда зовут, мы туда все идем, не пропускаем. Нам нравится всегда. У нас тут весело и детям, и потанцевать, и пообщаться с детьми. Как бы нравится детям. И смотрю, мастер-класс, он бисером. Дети тоже, они все дома заниматься будут. Все равно хоть что-то возьмешь и дома будешь заниматься тоже.
Также для ребят был накрыт праздничный стол с разнообразием лакомств. В завершении фестиваля все дети получили большой сладкий подарок от спонсоров мероприятия компании «Аларуса». Праздник удался. Все гости ушли довольные. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске тем временем завершилось главное гимнастическое событие года – чемпионат и первенство республики. За право войти в сборную Якутии и представлять регион на всероссийском уровне боролись 124 спортсменки из 5 районов республики. Подробности в сюжете Софии Мельниковой. Борьба за лавры первенства велась на протяжении 3 дней в стенах детско-юношеской спортивной школы номер 9. Первые медали соревнований были разыграны во второй день. Одной из тех, кто взошла на пьедестал почета, стала Айлана Ачержапова, которая представляла Хангаласский улус и клуб «Бриллианты Туймады». Юная гимнастка не нашла себе равных в индивидуальном многоборье среди спортсменок второго спортивного разряда. Я художественной гимнастикой занимаюсь уже 6 лет. Они прошли очень хорошо, я заняла первое место, я довольна собой. Тренировки проходили хорошо, все получалось. Программу 3-го соревновательного дня открыли групповые упражнения. Особое внимание зрителей было приковано к сборной команде республики 1-го спортивного разряда. Ведь эти девочки занимаются у олимпийской чемпионки Ксении Дудкиной в Москве и целенаправленно готовятся к следующим играм «Дети Азии». Я хочу сказать, что девочки очень готовились хорошо. Они с большим желанием, потому что приезжать домой всегда волнительно, выступать тоже не меньше. Они хотят, конечно же, показать максимум, чтобы их мамы, родные, а также девочки, их сокомандницы были рады их увидеть, чтобы они на них равнялись. За каждым движением гимнасток и их артистизмом внимательно следят сразу несколько судей. Даже малейшая неточность в выполнении того или иного элемента могут оставить спортсменку вне пьедестала почета. В нашей судейской бригаде существуют бригады артистики. Это оценивает артистизм гимнасток. Бригада техники – это основные ошибки и потери предмета. Также у нас есть бригада работы с предметом. Это мастерства. И бригада элементов тела – это элементы и риски. По итогам соревнований тренерский штаб отберет лучших гимнасток в сборную команду республики для участия в первенстве Дальнего Востока, который пройдет в Якутске в феврале следующего года. София Мельникова, Владимир Павлов, Якутск. Новогодние каникулы – это время, когда хочется устроить для детей настоящий праздник и наполнить его радостью и движением. В Якутске есть места, где можно не просто весело, а еще и с пользой провести время всей семьей. И одно из них – это многофункциональный центр «Качели» в 203-м микрорайоне. Чем же он может удивить? Смотрите далее. Совсем недавно в городе открылось пространство, которое стало настоящей находкой для активного отдыха – роллидром. Он принимает как взрослых, так и детей. Это пока единственная в Якутске крытая площадка такого формата. В 4-м этаже у нас работает фудкорт, и с мая месяца у нас работает роллидром. В роллидроме катаются дети самых разных возрастов. Если 1 января все отдыхают, то у нас 4-й, 5-й этаж будем работать. Также у нас идут фильмы, самые кассовые фильмы в кинотеатре. Также центр предлагает целый мир развлечений. Здесь есть VR-аттракционы, целых 7 симуляторов, благодаря которым можно почувствовать себя пилотом истребителя или гонщиком. Для ребят постарше работает картинг, а для самых маленьких – безопасные игровые лабиринты с мягким покрытием. По сути, это целый городок в городе, где разместилось более 60 различных предприятий. Туда входят лабиринты, интерактивное оборудование, можете там на заднем фоне посмотреть. Дети у нас могут пройти разных этих возрастов, от 3 лет можем даже присмотреть. И это действительно важный момент. В центре продумано все для комфорта родителей. Сегодня пришли в качели первый раз с детьми поиграть. Очень просторно, очень уютно, детям очень нравится. У меня ребенок 3-летний, и тут есть комната для матери с ребенком. Очень удобно, кстати. И магазинов больше для детей.
Да, инфраструктура здесь обширная. Можно не только развлечься, но и совершить покупки, посетить барбершоп и воспользоваться различными услугами. Качели становятся точкой притяжения для жителей нового микрорайона и всего города, предлагая комплексный отдых для всей семьи. Дарья Кролинкова, Иван Сорокомов, Якутск. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.